Салам достор, акыркы күндө бизге по части 5 статьи 18.8 КоАП РФ деп регистрация жоктугунан экинчи жолу кармалганда выдворение алган жарандарыбыз абдан көп кайрылып жатат. Ошонун себебинен сиздерге бүгүн так маалымат биздин профессионалдуу юрист Владислав Хван берет. Видеону аягына чейин көрүп, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Всем здравствуйте! Сегодня я хочу коснуться миграционного учета. Я надеюсь, благодаря нашему видео вы уже знаете, что одна из основных, обязанностей – это встать на миграционный учет в течение 30 суток, как вы въехали на территорию Российской Федерации. Очень часто и практически 80% наших клиентов при обращении к нам сталкиваются с такими проблемами, а именно сотрудники полиции при проверке документов сообщают, что вашей регистрации нет в базе. Я думаю, это каждый гражданин Кыргызии у нас в Москве слышал эти слова. Что это подразумевает под собой? Есть определенные группы риска этой регистрации, то есть этого миграционного учета в плане. Если вы делаете через знакомых, посредников, практически в большинстве своих случаев это делается регистрация ваша в хостелах. Как показывает практика, хостелы буквально через неделю, либо через две вашу регистрацию аннулируют. То есть есть определенные опасения в плане миграционного учета в хостелах. Это первый момент. Второй момент. Очень часто эти так называемые знакомые либо посредники делают фальшивые регистрации. У нас эти случаи тоже часты. Очень часто к нам приходят с фальшивыми регистрациями, говорят, что в отношении нас возбуждено уголовное дело. То есть, если вы хотите, чтобы ваша регистрация была в плане закона белая, то есть чистая, вам желательно, конечно же, делать это через собственника. Да, мы понимаем, что это непросто, но если вы хотите себя обезопасить, это лучше сделать через собственника. Чем это чревато? Перейдем к последствиям. Это чревато тем, что в отношении вас, то есть отсутствие базовой регистрации, либо отсутствие вообще регистрации, вы приехали и не встали на миграционный учет. В этом случае вас могут привлечь по части 3 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Что подразумевает под собой штраф в размере 5000, либо же выдворение. Это будет все зависеть от сотрудника полиции, либо он на месте, грубо говоря, назначит вам штраф 5000, либо отправит материалы дела для рассмотрения в суд. Если это происходит, запомните, скорее всего, вам дадут выдворение. То есть, если вы столкнетесь с такой ситуацией, и вам сообщат, что материалы дела направят в суд, это, скорее всего, уже будет подразумевать под собой выдворение. Но только это решение будет принимать только суд. Демек, мекендештер, өзүңүздөр уккандай эле регистрацияны через хозяина квартиры койдурган, через госуслуги койдурган бул ишеничтүү болот экен. Ал эми эгерде сиз хостелге койдурган болсоңуз, анда жашаган жерге, квартирага койдурганга аракет кылышыңыз керек экен. Азыркы учурда көпчүлүк квартира ээлери өздөрү госуслуги аркылуу регистрация коюп беришет. Закон боюнча полиция кызматкери сизге 5000 рублиге штраф да бериши мүмкүн, регистрацияңыз жок болсо. Ошондой эле штраф менен чогуу сиздин ишиңизди сотко өткөрүп берип, сот выдворение кылуусу да мүмкүн. Эгерде сиздин ишиңизди сотко өткөрүп берип, выдворение ала турган болсоңуз, регистрацияңыз жок деген часть, бул часть 3 статья 18.8 менен коюлат сизге выдворение. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, биз дайыма айтып келебиз, выдворенияны бир гана сот бере алат, ал эми запретти андан башка органдар кое алат. Мисалы үчүн Минюст, Роспотребнадзор, МВД, ФСБ жана башка органдары. Теперь смотрите, что нужно делать, если вас привлекли по части 3 статьи 18.8 КоАП Российской Федерации. Если вы уверены, что ваша регистрация настоящая, вы делали у собственника, но при этом сотрудник полиции сообщил вам, что у вас все равно ее нет в базе, либо она у вас там фальшивая, и вас все равно привлекли по части 3, вам необходимо прийти к нам на консультацию
И в данном случае необходимо его обжаловать, то есть отменить полностью этот штраф, грубо говоря. Чем это чревато? Повторное нарушение миграционного учета в течение 1 года влечет за собой наказание, вернее, влечет за собой ответственность по части 5 статьи 18.8 КоАП Российской Федерации. В последнее время данная часть именно этой статьи очень распространена. У нас в день приходят по несколько человек на консультацию с привлечением именно по данной части. То есть мы видим, что первый раз, когда привлекали человека по части 3, он, соответственно, его не обжаловал. В зависимости от срока, это может быть, его привлекли 2 недели назад, его, может быть, привлекли 8 месяцев назад, но человек практически всегда его не обжаловал, то есть получил 5000, заплатил и все. Многие считают, что если я заплатил 5000, все, я не привлеченный ни к чему. Это заблуждение. Ваше привлечение действует целый год с момента составления протокола, соответственно. В данном случае очень зачастую приходят люди с части 5, когда они проживали не по тому адресу. Это такое тоже распространено. То есть не обжалование части 3 при наличии того, что у вас есть регистрация в базе, вы делали ее через собственника и вы в ней уверены, повлечет за собой дальнейшее привлечение по части 5, которое уже подразумевает под собой выдворение. Полиция кызматкери сизге штраф жасап турган болсо дагы штрафты по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ менен коет. Ал эми сотко өткөрүп бере турган болсо дагы сот дагы регистрация жоктугу үчүн часть 3 статья 18.8 статьясын коет. Эгерде полиция кызматкери сизге штраф бере турган болсо, ал жерде протокол түзүлүп жана сизге постановление об административном правонарушении по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ менен штрафтын постановлениясы берилиши керек. Ал эми ишиңизди сотко өткөрүп берип выдворение кыла турган болсо дагы сот дагы сизге выдворение кылгандан кийин регистрация жоктугу үчүн часть 3 статья 18.8 деген статьяны коюп сизге соттун чечимин постановление суда берилиши керек. Эмне үчүн штрафты жөн эле төлөп коюп андан ары регистрацияны узартып жүрө берсе болбойт. Анткени сизге биринчи жолу штраф выдворение кылбай эле штраф берилсе, экинчи жолу сизди полиция кызматкери сөзсүз түрдө сотко ишиңизди өткөрүп берип, часть 5 статья 18.8 менен повторное привлечение к административной ответственности деп за отсутствие регистрации деп сизди выдворение кылышат сөзсүз түрдө. Ошондуктан бизге көп кайрылышат. Мисалы үчүн мен штрафымды, ал административный штрафты төлөгөм, жөн эле төлөп коюп жүрө берсем болбойбу деп. Бул административный штраф төлөнсө дагы, төлөнбөсө дагы сиздин историяңызга мындайча айтканда кирип калат. Биринчи штраф алгандан кийин айтып кеткендей эле экинчи жолу сизге уже по части 5 статья 18.8 менен выдворение берилет. Эгерде сизге полиция кызматкери регистрацияң жок деп 5000 рублейге штраф жазып берсе, бирок сиз өзүңүз регистрацияңыз базада бар экенин билсеңиз, госуслуги аркылуу баары закондуу түрдө болгон болсо, анда сиз ал штрафты 10 күндүн ичинде обжалование кылып, штрафты жоюуга укугуңуз бар. Ал эми сот выдворение бере турган болсо, ал выдворенияны дагы соттун чечимин 10 күндүн ичинде Московский городской сотко кайрылып, обжалование кылып, өзүңүздүн укугуңузду коргосоңуз болот. Эгерде сизде ушундай учурлар болгон болсо, анда комментарийге жазсаңыздар болот. Сизге биздин адистер кыргызча баарын түшүндүрүп беришет.